Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 6 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Так, карта дня у нас змея, отношения, работа, финансы. Это у нас удача, это проблема, это совет. Так, подсказывать будем из цыганской колоды. Итак, карта дня у нас змея. Да? Змея, карта очень неоднозначная. Она говорит о других людях, которые вмешиваются в нашу жизнь. Это может быть вмешательство и положительное, и отрицательное. Чаще всего это бывает, конечно, отрицательное вмешательство. Скорее всего, есть у нас что-то такое, что очень привлекает других людей, да, и они хотят этим завладеть. Это может быть отношения. Допустим, есть у кого-то партнер, да, и вот кто-то на него может глаз положить. Это может быть и в работе у нас что-то такое есть, допустим, должность привлекательная, да, тоже кто-то заинтересован у нас ее забрать. Или, может быть, в финансах что-то такое, да, плохо лежит, и человек, кто-то из нашего окружения хочет этим воспользоваться. Карта предупреждает об опасности. Карта говорит о том, что мы должны быть очень внимательными. Но также эта карта и положительная. Она настраивает на мудрое отношение к жизни, к людям. Когда мы знаем, что сказать, а где промолчать. Эта карта также нас настраивает на более глубокое изучение нашей профессии, да, приобретение опыта профессионального. Это может быть любое обучение в другой сфере какой-то. Ну и также карта говорит о том, что нужно уметь трудности обходить, то есть как бы предвидеть их заранее. В этом мудрость и есть наша, да, то есть мы не должны попадать в ситуацию, а потом ее решать. То есть мы не должны попадать там в ложь, в обман, в манипуляции какие-то, в разочарование. То есть мы должны заранее позаботиться о том, чтобы этого не было. И в этом мудрость. Давайте посмотрим, чего больше всего это будет касаться. Больше всего это касается все-таки просто общения. Общение любого рода. Это могут быть люди из близкого круга, сплетники какие-то, допустим, могут наговаривать на нашего партнера, там, на наших детей и так далее, да? Или там еще на каких-то людей, друзей, подруг. Это могут быть люди из коллектива, то есть нашего окружения на работе. То есть вот все, что касается общения, все, что касается информации о нас, которая может быть размещена где-то там в сетях, допустим, да, все это может быть использовано. Поэтому нужно быть осторожными. Теперь отношения. В отношениях завершается какой-то период очень важный. Может быть, тем более, что этот период действительно не простой, не просто окончание какого-то дела важного для вас обоих, да, вот в семье, в отношениях, а здесь может быть очень значимое что-то. В общем, если, допустим, у вас отношения уже застопорились, это может быть развал отношений, да, развод. А если у вас отношения, наоборот, созрели для того, чтобы вы вместе были, допустим, вы просто встречались, может быть, вы съедетесь, вместе будете жить, или, может быть, вы вместе живете, уже здесь предложение руки и сердца, да, может быть, это беременность, это, в общем, очень важные события, которые меняют вашу жизнь просто до неузнаваемости, да. И посмотрим, что здесь говорится для тех, кто в поиске партнера. Дама пиковая. Карта говорит о том, что вот как раз может закончиться период одиночества, может появиться наконец-то человек, который будет и внешне привлекателен, и будет радовать подарками. Но, скорее всего, вот это человек, который вам по сердцу, просто очень вам комфортно с ним, да. Может быть, здесь не очень он много зарабатывает, да, может быть, он знаете, ну как бы в среднем
в среднем социальном положении находится, но у него есть хороший потенциал. В любом случае, это человек, который ориентирован на материальное, когда он считает важным там деньги, недвижимость, какие-то вещи, которые подтверждают статус. Вот если вам такой человек подходит, значит, если у вас соответствующий характер, значит, вам хорошо будет с таким человеком. Если же вы, наоборот, человек какого-то интеллектуального склада или больше ориентированы на какие-то там душевные разговоры, на какие-то духовные ценности, то тогда конечно, этот человек вам не подходит, и, скорее всего, со временем тогда судьба разведет. Для тех, у кого пара, карта говорит о том, что проблемы и эти переходы какие-то важные, они будут касаться в основном денег и социального состояния, социального статуса. То есть именно как брак, рождение ребенка, даже приобретение недвижимости, возможно, здесь, да, в общем, это все может стать очень важным сегодня. Как-то затронет ситуация. В любом случае, такой поворотный какой-то день для отношений. Теперь для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что нужно убирать обиды, нужно, чтобы не было каких-то лишних эмоций. Знаете, еще эта карта очень часто показывает сексуальную зависимость от партнера. Если это человек, у которого есть еще помимо этого другие достоинства, тогда следует, конечно, мириться. Если же кроме этого ничего, то, может быть, лучше тогда какое-то время дать себе возможность переждать и прожить эту ситуацию, избавиться от этого чувства зависимости и избавиться от этого человека в вашей жизни. Может быть, он вам совсем даже и не нужен. Если же у него много достоинств, может быть, здесь причина в каких-то ссорах, спорах, может быть, какие-то есть другие зависимости, допустим, там алкогольная или еще какая-то, да, тоже будьте очень внимательны, взвешивайте все. Если вам этот человек действительно, подходит на будущее, если он не будет вам создавать проблемы, тогда надо мириться. Если же то, что сейчас происходит, слишком как-то важно, лучше, может быть, отказаться даже от этих отношений и не мириться совсем. Потому что помириться-то можно, но что из этого получится? Работа. В работе выпадают мыши. Карта говорит о том, что, скорее всего, мы здесь либо дома трудимся, либо мы трудимся в коллективе все вместе. Может быть, для кого-то это семейное какое-то даже дело, да? Может быть, здесь много каких-то мелочей, которые нужно успеть сделать за день. И вообще эта карта связана все-таки с переменами. Что-то такое неожиданное может происходить в работе. Кстати, здесь нужно опасаться разрушительного такого поведения. То есть осторожней с руководством и с коллективом, осторожней с высказываниями. И, может быть, знаете, какое-то настроение будет у вас сложное, и вы можете просто под действием этого настроения что-то сказать и испортить себе, по сути, карьеру, да? То есть будьте очень осторожны. Для тех, кто в поиске, карта говорит о том, что, скорее всего, здесь день будет такой пассивный больше, да? Может быть, здесь нужно использовать... Может быть, знаете, пока что подготовить там резюме, подготовить что-то о себе, да, что нас будет демонстрировать. И в этот день все-таки нежелательно там ходить на собеседование, да. В общем, здесь лучше всего заняться пока что представлением себя, подумать, чего мы хотим. И, может быть, даже полдня и отдохнуть неплохо было бы. То есть для работы, если только какие-то творческие профессии, тут хорошо. Или, знаете, может быть, даже заканчивать работу на старом предприятии, а на новое еще пока что рано. Да? То есть нужно хорошенечко все обдумать, подготовиться и так далее. Может быть, здесь помощь неплохо было бы специалиста подключить.
А дальше, для тех, у кого работа, валет червовый говорит о том, что слишком много эмоций, слишком много зависит от настроения. Может быть, здесь вообще просто нет никакой работы, может, для кого-то даже эта ситуация потери работы. И вот вы находитесь дома, в семье, и ваши близкие должны о вас заботиться, и вас это может как-то раздражать и напрягать, да, то есть вы хотите, чтобы у вас ну, как бы от вас много зависело, вы сами хотите заботиться. А с другой стороны, эта карта может говорить о том, что благодаря тому, что происходит сейчас, может быть, какие-то потери, да, вы можете обрести работу, которая вас действительно устроит, или, может быть, просто на дому эта работа будет удаленная, да, и для вас это будет гораздо лучше, гораздо проще. Или, может быть, знаете как, хотя бы так пусть. Да, то есть не совсем вы потеряете работу, допустим, не совсем останетесь без зарплаты, а хоть что-то можете пока что делать, чтобы зарабатывать. Это тоже хорошо. Сложные просто времена. А для тех, у кого свое дело, восьмерка трефовая выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, то, что вы раньше планировали, будет трудно сделать. Или трудно сделать самому, без участия каких-то людей, может быть, там из администрации или людей, в общем, у которых есть связи, положение в обществе, у которых есть какие-то там разрешительные документы и так далее. Либо здесь нужно менять направление. Может быть, то, что вы планировали раньше, это в сторону, да, и по-новому совершенно начать действовать. А также вот по этой карте очень часто по крупным сделкам идет удача. То есть, может быть, либо запланируете крупную сделку, либо уже даже она может завершиться. Вот, судя по деньгам, да, вполне возможно. А теперь для денег карта, скорее всего, дохода из нескольких источников. Может быть, мелкие доходы, но, в общем, и ничего. Либо, допустим, это доходы всей семьи. То есть, это доходы там жены, мужа, родителей, как-то все в общую копилочку. Но в любом случае по звездам у нас идет какая-то большая удача в деньгах. Может быть, это не сегодня, но как будто бы сегодня какие-то события происходят, которые закладывают для нас вот это финансовое будущее хорошее. Для тех, кто на зарплате, вот, кстати, можно по какой-то коммерческой сделке получить, может быть, проценты, да, либо, может быть, просто что-то продавать помимо работы удачно. Для тех, ну, может быть, кстати, и покупать, может быть, здесь и тратятся деньги. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что здесь еще пока что рано говорить о прибыли. Эта карта все-таки нацелена на будущее. Когда мы уже выстроим процессы по-новому, тогда у нас и хороший источник дохода появляется. Но так как это у нас карта на день, значит, в ближайшее время у нас уже будет появляться какой-то доход. А пока что, может быть, мало, может быть, недостаточно, не столько, сколько мы рассчитывали, сколько планировали. Это у нас удача. А для удачи у нас выпала карта дерева. Карта, которая связана напрямую с нашим ростом, да, то есть все, что дает нам устойчивость, все, что нам дает стабильность, рост и может быть, когда мы заботимся о своей семье, о других людях, вот это все удачно. И также, вот смотрите, эта карта изображает дерево зимой, да, то есть удачно, вот даже в сложные времена, когда еще вроде бы нет никакого движения, да, уже заботиться о будущем, думать о тех лучших временах, которые наступят, и уже готовиться к ним. Теперь проблемы у нас облака. Карта говорит о том, что вот будут сегодня такие моменты, когда мы просто не будем знать, какое решение лучше принять. В общем, что-то неясно, какие-то ситуации, знаете, таких замешательства, да, то ли так сделать выбор, то ли так. Может быть, ситуация меняться, то в одну сторону, то в другую. Какая-то неопределенность может быть. Или, допустим, в интересах с близкими людьми может быть конфликт. В общем, конфликтная ситуация, конфликт интересов тоже может быть.
Но также эта карта говорит и о самообмане. То есть мы в чем-то прям уверены, да, а оно не соответствует реальности. Это тоже проблема. То есть по этой карте очень быстро ситуация проясняется, и не нужно слишком большого значения придавать тому, что вот мы ну, в какое-то время чувствуем неопределенность, да, или чувствуем конфликт какой-то вот с другими людьми назревает. Это просто даже само собой пройдет. Либо здесь нужно применить разум, да, очень как-то мудро себя вести, чтобы не навредить. И совет у нас: карта рыбы выпадает, карта денежная, карта комфортного состояния, благополучия. То есть нужно нацеливаться на хорошие результаты, на будущее, да. Нужно, если, допустим, что-то планировали продавать, покупать, замечательный день, прям карта рекомендует. Единственное, да, вот смотрим, чтобы все было очень проверено, по-умному, чтобы у нас были советчики хорошие, чтобы не попасть в обман какой-то. Также карта нам рекомендует, может быть, для тех, кто давно хотел заняться предпринимательством, да, вот, может быть, начать свое дело. Может быть, хотя бы пусть идея придет, и подумать о том, как это реализовать. Ну и также карта связана с умением идти на риск. Конечно же, продуманный риск, да, у нас вот карта основная мудрости, то есть нужно очень мудро к этому ко всему подходить. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!